наболевшие темы мы поднимаем, они очень опасны на самом деле. Каждая тема под серьезный риск подгоняет наше общество, государство наше. Ну, еще очень много проблем, которые здесь не озвучены. Здесь в сфере энергетики еще определенные планы есть, как и там по законам, которые они хотят принять, как апартаменты, там, которые мы выше перечислили. Еще у них в планах сейчас появился взять кредит инфраструктурный 1,5 миллиарда рублей под гарантией правительства. Конечно же, вообще кредит, если там брать нормальную здоровую организацию, где есть определенный план, где есть финансовая дисциплина и так далее, тогда никакой опасности не было бы, если это еще делали бы люди, которые не имеют плохой опыт кредитовать нашу страну, там, по опыту железнодорожного кредита, который мы платим уже до 35-го года будем платить, то же самое хотят, в принципе, сделать. И я просто хочу у этих людей спросить, и у нашего общества, готовы мы довериться тем же людям, кто предлагает взять кредит. Это те же люди, которые принимали постановление о легализации майнинга, обещали нам 600 миллионов в год. Это тоже правительство, которое повышает тарифы нам до 300% на электричество. Это те же люди, которые вот эти все проблемы нам и создали. Они сейчас еще, это те же люди, которые ремонтировали нам Ачигвару. Сейчас чуть-чуть так углубиться, если в эту тему, может, эта тема уже 3 месяца мы ждем результатов расследования по Ачигваре, уже 5 даже, наверное, да? Мы уже даже не считаем месяца, наверное, года тоже пойдут. Никакой практической реакции нету. С Нового года мы обратились в прокуратуру, президент, просто хочу освежить память, президент экстренное совещание созвал, силовиков созвал, дал указания, распоряжения, приказы, ультиматумы. Если в течение 2 недель они не расследуют это дело, то полетят голову. В итоге прокуратуре потом понадобилось еще 2 месяца, потом после 2 месяцев прокуратура забыла про это и хочет, чтобы мы тоже про это забыли. Но вот такие мы вредные оказались, не можем забыть открытое хищение бюджетных денег, потому что эти деньги, они, у кого они украли? У нас с вами, у наших налогоплательщиков, у наших граждан, лишая перспектив на вообще все наше общество и приведение вообще к энергетическому коллапсу. Все это привело прямо на одной линии Ачигвара, где они не смогли освоить 106 миллионов, по-моему, сейчас точно 108 миллионов рублей. Они осваивают уже 6 месяцев, из них половина денег мы уже можем открыто говорить, так как Генеральная прокуратура не дает оценки. Теперь мы уже имеем моральное право, может это неправильно, такие оценочные суждения, там, может сейчас они еще уголовную статью нам прилепят, но мы уже смело можем говорить, что они там украли деньги. Их в этом покрывают все надзорные органы, потому что не реагируют. Они все в сговоре, президент, соответственно, тоже в сговоре с ним. Мы сейчас не знаем, на какие доли они разделили деньги, которые там украли. Но в итоге, я аналогию почему хочу провести, вот 106 миллионов осваивая, они украли 50% этих денег, примерно по нашим подсчетам, а наверное еще и больше, привлекли извне специалистов еще, чтобы эти деньги освоить, потому что мощности физических у Черноморэнерго не было, чтобы провести эту работу. А здесь они хотят каким-то образом освоить 1,5 миллиарда рублей. То есть в 10 раз больше, значит, я примерно имею право предполагать, что это затянется у них освоение этих денег примерно на 10 лет. И они украдут примерно 50%, это в самом лучшем случае. И то есть все эти деньги не дойдут вообще до этой отрасли, дойдут какие-то просто для того, чтобы опять замылить в обществе, якобы идет процесс, имитацию опять провести, и деньги вот так по чиновникам опять разойдутся, а с чем останется абхазское общество? С большим кредитом очередным, который уже будем мы с вами опять платить налогами, а они тихо пойдут к себе там домой. Их дома находятся за пределами практически у всех нашей страны, поэтому они особо не переживают, что их дети будут без света сидеть. А мы переживаем, у нас другой родины нету, мы не хотим, не допускаем и не допустим
для этого нам поддержка общества нужна. Эти все действия их ограничивают, нас вместе ограничивает вообще в перспективе развития. Власть полностью дискредитировалась, потеряла легитимность. Это уже вот эти действия, даже последние, которые происходили, мы там экс-депутат, нападение на него, которого сейчас было, якобы за оскорбление, за честь своего родственника, отца, дяди пришли, напали с пистолетами и совершили такой акт хулиганский, бандитский, ну, неприемлемый вообще, наверное, для правового государства. Меня удивляет другое. Мы заявляем, вот Артур Амиранович, мы вместе с ними на пресс-конференции были, говорим, ваши родственники украли с казны деньги, с абхазской казны. Абхазская казна — это наша копилка, куда мы все деньги собираем, все вместе, то есть общие деньги, они туда, не стесняясь, засовывают свои лапы, вытаскивают. Вот это, разве это не самое большое оскорбление может быть, чем какое-то слово, там, которое их так сильно оскорбило? Разве вот эти дети не должны к нам прийти и сказать, вы говорите, что наши родители ограбили страну, народ, с казны украли? Хуже этого оскорбления что может быть вообще? Что можно придумать, какое можно слово там, на сленге, даже как его там назвали, не хочу даже это говорить. Мне кажется, что украсть с абхазского бюджета деньги чиновнику — это намного хуже. И вот эти дети, родственники должны были к нам прийти и сказать, как вы могли такое сделать, доказывать обратно. Или пойти к своим родителям, спросить у них, вы правда грабите страну или нет. Но этого всего не происходит. Значит, что происходит? Значит, они все знают, целенаправленно это делают и видят безнаказанность. И вопрос, сейчас не хочу много говорить, если здесь все уже устали, но точно я в чем уверен, что эта власть потеряла легитимность, ни морального права не имеет находиться у власти, незаконного права, потому что они нарушают, опирают законы, а мораль они нарушают. Об этом вообще отдельную пресс-конференцию, наверное, надо сделать или там брифинг провести по моральному облику нашего президента, который не соответствует абхазскому. Ипсора псуадзам, вы яшадзам, а вы ахша дрытталан, апшма, ипшма юнтантаны, а вы дарб хашаров. Так не, он, вот там сахаровцы, сейчас меня на разные темы чуть доносит, наверное, вы меня простите, сахаровцы сделали хорошее заявление, там выдержка одна была, что президент является символом нашего государства, как и флаг и герб. Но вот символ государства, он символизирует абхазское общество, где ценности наши, где вокруг все это должно, всего это должно вообще строиться. Вообще для чего нам это государство нужно было? Для того, чтобы сохранить эти ценности, язык и так далее. Больше никаких причин воевать у нас не было, наверное. Но если эти ценности нарушает наш президент, вот так идет, ломая заборы, круша за собой, в шортах по горам ходить, это тоже неприемлемо, это тоже некрасиво, это тоже не по-абхазски, в бурке, в шортах, в папахе. Это разве моральный облик абхазца может быть? Или там сидеть с женщинами с низкой социальной ответственностью и позволять им снимать себя, это разве приемлемо для абхазца может быть? Вообще-то возможно такое допустить, что президент может именно таким образом себя вести, и абхазское общество должно это принять. Я считаю это недопустимыми вещами, которые ставят крест на его президентстве. Единственное, что он может сделать для того, чтобы сохранить наше общество, если он хоть какой-то, в нем осталось что-то, мораль какая-то осталась, просто уйти без эскалации, без этих митингов, без этих драк, никто этого не хочет. Просто пусть возьмет, наберет смелости, снимет с себя полномочия, возьмет свою команду, которая 100% неэффективно. Это они доказали, они уже сами понимают, что они не могут ничего сделать, кроме того, как украсть деньги с бюджета, привести инвесторов, обмануть, и больше у них никаких планов нету. И поэтому я хочу к ним обратиться еще раз. Баба, заявление, если вам, вот я хочу, знаете, что может абхазское общество готово скинуться деньгами, просто пусть они скажут, сколько их, цена их нахождения, чтобы они оставили абхазов в покое и занимались своими делами. Сайна, хайлахимсан, ахара, ахцот, амитин, диалог, ишмаарзи, диалог, шарая, союзов, ахзам, сарги, вах, не, вот вах, шайвет нас. Зира, психолог, там, зад,